Многодетная семья Саидовых из Таджикистана называет себя хандыкчанами, хотя в Якутии живут не так давно. В 2015 году отец семейства Равшан Мирзамурадович приехал в Тампонский район в гости к родным, так и остался, а через 3 года к нему переехала супруга Мухайо с детьми. В Якутии наша семья связана еще с советских времен. У меня дядя 70-е, 80-е годы приехал сюда, в Тампонский район, в село Сайды, это через речку, и женился. Они сейчас до сих пор проживают, все у них хорошо. И вот получается оттуда дядя дочку вырастил, сына вырастил. И вот дочка вышла замуж за моего брата, за Рашида. Ее зовут Зарина, а дядю зовут Мурат, Санги Мурат. И вот они мои корни, они мои родственники. И мы в Якутии, как бы можно сказать, с 70-х годов здесь. Так как мы приехали позже намного, но все равно связывает нас с якутским народом очень много общего. С Мухайо Равшан познакомился в 2004 году. Это была любовь с первого взгляда. Равшан учился в технологическом университете на экономиста-программиста и там же работал. А Мухайо трудилась кондитером в столовой. Он часто забегал туда на обед, а то и на ужин, если задерживался. После 2 лет помолвки в 2006 году состоялась долгожданная свадьба. И вот уже 15 лет Равшан и Мухайо идут по жизни вместе, рука об руку. Равшан вырос в большой и дружной семье. В советские годы родители трудились на швейной фабрике в городе Душанбе. Родили и воспитали 4 сыновей и 2 дочерей. Мухайо тоже из многодетной семьи. Отец всю свою жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. Мать была ему настоящим тылом. Растила и воспитывала 6 детей, 5 дочек и младшего сына. Вот и у молодой семьи Саидовых самое большое богатство – это дочери-красавицы, помощницы и единственный сын. У нас в семье еще есть обычай, что старший в семье помогает младшим подниматься. То есть вот я как старший брат и второй брат, который у меня тоже здесь в Хандыге, мы старались поднимать сначала младших. То есть сначала я женился, мне все помогали, потом мы с братом там сестр замуж выдавали, потом 3-го брата женили, потом 4-го брата женили, потому что братья, сестры – это самое святое, что у человека вообще есть в этом мире. А и из своих детей то же самое. Вот у меня 4 детей, 3 девчонок, младший сын Мухаммад, старшая Сабина, средняя Малика, младшая Ясмина, тоже 4 детей. Это я самый счастливый человек, я думаю, в мире, потому что если есть семья, если есть дети, то человек, я так думаю, самый богатый человек в мире. Дети – это самое дорогое. И я так думаю, что для своих родителей мы тоже очень дорогие, очень ценим их, уважаем их. Молодые родители – настоящие труженики села. Он работает кочегаром, а она пекарем. У обоих тяжелая и нужная работа. И в будни, и в праздники Равшан и Мухайо на посту, а значит, в домах будет тепло, а на столе вкусный, свежеиспеченный хлеб. Ну, я свою работу люблю. Коллектив хороший, хозяйка тоже хорошая, Зухра. Я уже здесь привыкла. Все дружно работаем. Меня легко здесь. 1 год уже хлеб это делаю. Меня уже не тяжело. Я уже привыкла. Да, сюда приходит 5 часов, 5 вечером, а до 5 утра, до 4, вот работу заканчиваю. 2 дня я работаю, 2 дня Юля. За сутки ржаной делаем, мультизлак делаем, календра делаем, чесночный делаем. Ну, посмотрим на зарявку, сколько у нас на зарявку мы так делаем. Каждый день по-разному.
Папа и мама трудятся сутки через двое. Иногда так совпадает, что могут вдвоем быть на смене. Тогда за старшую в доме остается старшая дочь Сабина, которая берет бразды правления в свои хрупкие, но крепкие руки. Родители с малых лет приучили детей к труду, поэтому все идет своим чередом. Дом сверкает чистотой, еда приготовлена, одежда выстирана и выглажена. У нас главный папа, и после папы мама. После мамы когда мама и папа уходят на работу, я главный в доме. Поэтому я должна следить за своими сестрами и братиком. Я должна помогать им учить уроки, и чтобы они занимались хорошо, чтобы не вели себя плохо. Я должна помогать им, чтобы они стали еще лучше, чтобы лучше работать. Поэтому я благодарю свою семью за то, что они меня любят. Я их тоже люблю. Благодарим судьбу за то, что у меня есть такие хорошие родители и хорошие сестры. У 10-летней Маляки и 8-летней Ясмины свои обязанности по дому. Они по очереди моют посуду, ежедневно убирают свою комнату. Маляка уже учится готовить простые блюда. Как и во всех многодетных семьях, дети растут, помогая друг другу во всем. У нас в семье 3 девочек и 1 мальчик. Мы с старшей сестрой и я помогаем маме по дому. И я люблю делать блинчики и жарить картошку. Я люблю маме помогать, папе, сестре. Наша семья очень дружная. У нас старший по дому, у нас это папа. И он главный добытчик. Он у нас строгий, но если у нас будут ошибки, то он нам поможет исправить. И наша мама идет в пекарню. Она ночью приходит и вставает. Мы по дому делаем уборки, или если она скажет нам что-нибудь приготовить, мы для нее приготовим. Если она заболела, мы за место ее все сделаем. Сестры учатся в Хандекской средней школе. Сабина в 6 классе, Маляка в 3, Ясмина пошла в 1 класс. В школе дети разговаривают только на русском языке, а дома на 2, на родном и русском. Сабина очень целеустремленная, любит учиться и во время каникул скучает по школе. В будущем она мечтает стать прокурором. Я учусь в средней хандекской школе, мне здесь очень нравится, и мои любимые предметы — это английский, математика, литература. Я очень люблю читать. Когда я приехала сюда, я сперва записалась в библиотеку. И мои любимые поэты из таджикские — это Рудаки, Ширази, а якутские — это Василий Лебедев, Семен Данилов. Сейчас я вам расскажу отрывок от Василия Лебедева, стихотворение «Ждать весну». Человек похож на край, где вырос, где открыл глаза впервые. Так я живу на белом свете, поверяю душу верхоянием. Лютый холод, воющий буран, нелегко такие переносить, но она молчит и терпеливо месяцами ждет свою весну. Так как я здесь уже живу 2 года, я считаю, что я должна знать всех поэтов, всех писателей, обычаи Якутии, учить все стихотворения. Мне здесь очень нравится. Для Равшана Мирзумрадовича, как отца, важно, чтобы дети в будущем нашли себе дело по душе. А для этого все должны сначала получить хорошее образование. Воспитание детей и девчонок стараюсь больше я повлиять, потому что мама особенно с ними дружит, мама с ним разговаривает, там какие-то они бывают шепотом что-то разговаривают друг другу. А я, как папа, стараюсь воспитывать чуть-чуть по-другому. Как я понимаю, как я воспитаю, я им уже говорю о будущем. Если хорошо учиться, в будущем, кем они будут, кем они станут, кем они хотят быть. Им надо сейчас, как говорится, с фундамента, надо много читать, много писать, много заниматься, чтобы в будущем достигать своих целей, которые они перед собой ставят.
Таджикский народ очень приветливый, гостеприимный. Гость для таджиков всегда большая радость. И считается делом чести вкусно угостить своего гостя. Вот и сегодня на столе домашние лепешки-кулашки и ароматный плов. Это наше любимое блюдо национальное. Мы его каждую неделю 2 раза делаем. Когда гостей тоже делаем. Чтобы вкуснее получается, надо морковка много, это надо положить, и рис. В свободное время семья Саидовых любит вылазки на природу, совместные прогулки на свежем воздухе и, конечно, встречаться с родными и друзьями. А мне як очень нравится, то, что тут много снега, много сугробов. А в Таджикистане этого не было еще тут. Сейчас вот было где-то давно, активные дни, где-то 52 или 51. Несмотря на суровую мужскую работу, будь то кочегаром или водителем, Равшан Мирзумурадович – творческая личность. С юности он увлекается музыкой. На родине даже зарабатывал на этом, играл на свадьбах. Младший брат тоже пошел по его стопам и пишет музыку. Равшана Саидова знает и любит зрители поселка Хандыга. Он часто выступает на сцене Дома культуры Манчары. В 10 классе, в 9 классе у нас были КВН. И мы в КВН получилось так, что мне дали роль артиста, другого артиста сыграть. И оттуда пошло, мне понравилось это, публика нормально встретила, и мне сказали, у тебя хороший голос, ты можешь петь. И оттуда и пошло, я начал петь песни. Не свои, конечно, народные всякие, но тем не менее, понравилось народу, поэтому я начал петь. Потому что бывало дома выходные, нечего делать, нечем заняться. Получается, фортепиано и Ямаха купили, начали дома заниматься. Дома до сих пор порой занимаемся, поем песни. Вот это творчество, оно во мне в крови сидит и всегда будет сидеть, потому что